Вы смотрите информационную программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марферина Алексеева. Добрый вечер. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Ленского района. Озвучим актуальную сводку по паводку. Более 300 миллионов рублей переправили мошенникам якутяне. С начала года в Якутске прошла акция «Стоп, мошенник». Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. В отделении хирургии Алданской ЦРБ погрузились в сестринские будни наши коллеги. Резиновые детали для пожарных машин, которые эластичны и в минус 70. Разработка исследователей успешно прошла испытание. Горячая пора для дачников. В ботаническом саду СВФУ стартовала продажа рассады. Что представили горожанам? Активная фаза основного ледохода на реке Лени проходит по территории Ленского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у населенного пункта Пеледуй, где ночью произошел затор льда и выход воды на пойму с подтоплением некоторых жилых домов. У города Ленска уровень воды составляет 369 сантиметров, при критических 1760 сантиметрах с учетом дамбы. Второй участок ледохода проходит на реке Лени в Алекминском районе, где нижняя кромка наблюдается в районе населенного пункта Урицкая. Что касается реки Алекмы, там кромка уже вышла в устьевую часть и ледоход продвинулся ниже города Алекминска. На сегодняшний день в ГУП ЖКХ Республики решается вопрос о задолженности по оплате труда своим работникам, общая сумма которой составляет более 700 миллионов рублей. Задача по его полному погашению была поручена главой Якутии в ходе прямой линии 27 апреля. По состоянию на 12 мая задолженность по оплате труда перед работниками ГУП ЖКХ составляет более 740 миллионов рублей. В эту сумму входит часть заработной платы за март месяц и первая половина апреля месяца. Ранее 8 мая за счет собственной выручки предприятие оплатило за первую половину марта месяца. Задача по полному погашению оставшейся задолженности решается в соответствии с поручением главы республики, данным в ходе прямого эфира 27 апреля, ну и в том числе, конечно же, в рамках обязательств непосредственно работодателя в части оплаты за фонд оплаты труда, в части своевременной выплаты заработной платы. Правительством республики принято дополнительное решение выделения лимитов в предприятию для решения вопросов, связанных не только с оплатой заработной платы, но и в целом финансовая стабилизация предприятия, завершение отопительного периода. Ну и важно отметить о необходимости подготовки к следующему отопительному периоду, связанной с выполнением ремонтных, инвестиционных программ и, самое главное, завоза топливно-энергетических ресурсов в летнюю навигацию 2026 года. Задолженность по заработной плате за первую половину марта месяца и по апрелю месяцу будут решаться на текущей неделе, и в течение этой недели данный вопрос должен быть снят с особого контроля. На 2 дня микрорайон «Звездный» стал местом проведения контртеррористических учений. В них задействованы силовые структуры и специальные службы Якутии, а также стратегические и социальные объекты. Вероника Таюрская расскажет легенду и кто принимает участие в учениях. В автодорожном округе города Якутска стартовали традиционные контртеррористические учения. В течение 2 дней сотрудникам оперативных служб, в том числе МЧС и МВД, предстоит отработать свои действия в случае возникновения реальной угрозы. Легенда учений звучит так. На территории войсковой части в автодорожном округе группа лиц совершила подрыв самодельного взрывного устройства с применением беспилотного воздушного судна. После получения информации в работу вступил оперативный штаб в Республике Саха-Якутия под руководством начальника регионального управления ФСБ России. По команде на объект прибыли подразделения силовых структур и специальных служб. По замыслу у нас сегодня произошел террористический акт на территории военной базы, так называемой. И сегодня проверяем, как мы отрабатываем нашу готовность к данному роду, скажем так, ЧП. В сегодняшнее время это очень актуальная тема. Мы должны быть готовыми к отражению нападений
как внутренних врагов, так и, скажем так, со стороны. Развертывание оперативного штаба, отцепление, решение водных и обнаружение условной цели. Все как при настоящей террористической угрозе. На территории спортивной школы был развернут центр для принятия важных решений. Ведь рядом с ней проходят все основные действия контртеррористических учений. Данного рода учения у нас проводятся на системной основе постоянно. Эти учения нам дают возможность проверить личный состав, взаимодействие между службами, подразделениями и ведомствами. Главная цель – это научить личный состав, как, скажем так, при подобных ситуациях вести себя, как отрабатывать, то есть проверяем способность и боеготовность. Проведение контртеррористических учений на территориях стратегических объектов – дело не новое. В них задействованы как силовые структуры и специальные службы, так и обычные жители. Такие тренировки по противодействию терроризму помогают ведомствам отрабатывать свои действия в случае возникновения реальной угрозы, а мирному населению не терять бдительность и всегда быть начеку. Ну а пока в Якутске проходят учения, граждан просят отнестись с пониманием к проверке документов, удостоверяющих личность, ограничению движения транспортных средств и пешеходов на улицах города, а также подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов и воздержаться от действий, могущих привлечь за собой нарушение общественного порядка. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. Якутяне продолжают попадаться на уловки мошенников. Жертвы исчисляются сотнями, а ущерб – миллионами рублей. Чтобы напомнить горожанам о правилах безопасности, в Якутске прошла акция «Стоп, мошенник». Подробнее в сюжете далее. На улицах Якутска студенты раздали прохожим информационные памятки. В них простые, но важные правила. Не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из СМС и внимательно проверять номера, с которых поступают звонки. Сейчас знаю, очень много появилось мошенников в интернете. Они очень легко взламывают через обычные ссылки. У меня 2 одногруппника уже попалось, кстати. О том, насколько распространены такие схемы, студенты знают не понаслышке. Многие сталкивались с подобными случаями среди друзей. Одна моя подруга перешла по ссылке, ее взломали полностью. Аккаунт украли. И у нее этот аккаунт был где-то 5-10 лет. Там у нее были фотографии, вся ее история. Все потеряно. Это уже никак не восстановить. Правоохранители отмечают, что сегодня мошенники используют не только телефонные звонки и ссылки. Растет мошенничество в отношении пожилых граждан с схемой псевдовзлома госуслуг, когда пожилым гражданам внушают, что их квартиры начинают продавать, и для этого их нужно фиктивно продать. После чего человек, конечно, идет, продает квартиру по-настоящему, будучи уверенным в том, что он продает ее в сотрудничестве с государством. Соответственно, потом эти деньги направляет мошенникам, думая, что он возвращает деньги государству. Но, к сожалению, итог остается печальным, и бабушки попадаются в эти схемы и имеют большие ущербы. За прошлый год доверчивые якутяне пополнили счета мошенников на 900 миллионов рублей. За 4 месяца этого уже более чем на 300 миллионов. Именно поэтому подобные профилактические акции проходят регулярно, участники которого надеются уберечь якутян от новых случаев обмана. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Нагрузку на медиков снизит за счет технологий искусственного интеллекта, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, речь в частности идет о возможностях оперативного анализа электронной карты пациента. Ранее обеспечить снижение нагрузки на работников здравоохранения поручил президент России Владимир Путин. Одна из разработок, основана на технологии искусственного интеллекта, уже внедряется. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу. Анализ занимает всего несколько секунд. Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. В структуре медицины медработники среднего звена составляют наибольшую численность. Так, в стационарах и амбулаториях учреждениях Алданской ЦРБ работают более 600 специалистов. В отделении хирургии наши коллеги погрузились в сестринские будни. Организация и контроль рабочего процесса в сестринском коллективе, подача заявок на проведение ремонтных работ, ведение документации, своевременное обеспечение отделения лекарствами и расходными материалами. Задач у старшей медсестры отделения хирургии Алданской ЦРБ Любови Яковлевой масса. Медицине Любовь Викторовна отдала 38 лет, 35 из которых связано с сестринским делом. Начинала с санитарочки. 14 лет. Закончила 8 классов, поступила в медучилище наше и пошла работать в санитарии.
А потом перешла уже после окончания медучилища, уже работаю медсестрой. 2 года назад Любовь Викторовна заступила в должность старшей медсестры. Нюансов, в которые следовало вникнуть, оказалось бесчетное количество. И поддержка коллектива значила очень много. Сложности, в принципе, никакой нету, потому что работаешь в этом же коллективе, осталось работать в своем отделении. Поэтому, были нюансы, конечно, работа совершенно другая. Самира Мурадова – процедурная медсестра. В хирургическое отделение она пришла 10 лет назад, после окончания Алданского медколледжа. За все время, по словам девушки, ни конфликтов, ни серьезных разногласий с коллективом не возникало. Когда Самира только приступила к работе, ее наставником в профессии стала Любовь Викторовна. Я в выборе не ошиблась, мне это очень нравится, у меня коллектив очень хороший. Я довольна своей работой. Сегодня Самира делится опытом с прибывающими на практику студентами и молодыми сотрудниками. Успешное исцеление больного в равной мере зависит как от грамотно назначенного лечения и четкого выполнения рекомендаций, так и от хорошего ухода и заботы. Добросовестность и ответственность являются главными профессиональными качествами медсестры. Относятся хорошо, и проблем нету никаких, претензий к ним тоже нету, все хорошо. Успевает, все, попросил, то принесли, дали, все подали. В среднем в год в отделении хирургии лечение получают порядка 900 человек. Большая часть больных поступает в стационар в экстренном порядке. Многие бывшие пациенты вспоминают коллектив с теплотой и благодарностью. Узнают и здороваются, и спрашиваешь. У них спрашиваешь, как у них здоровье, как дела. Они спрашивают, как там девочки все. Всем привет передают. Очень много, 99% таких пациентов. В модели современного здравоохранения одно из центральных направлений составляет качественное и грамотно организованное сестринское дело. Медсестра должна обладать обширными знаниями и постоянно совершенствовать мастерство. При этом традиции человечности и милосердия остаются неизменными. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Государственном собрании прошел правительственный час, посвященный федеральному проекту «Профессионалитет». За 6 лет в Якутии открыли 110 современных мастерских, на которые из федерального бюджета направлено около 1,5 миллиарда рублей. Сейчас в Якутии действует 4 образовательных производственных кластеров по сельскому хозяйству, горнодобывающей отрасли, педагогике и медицине. На федеральный конкурс 2027 года поданы еще 7 заявок. Это туризм, информационные технологии, строительство, железнодорожный транспорт и другие. Народные депутаты подняли вопрос Арктики, инклюзивного образования, нехватки общежитий и невысоких стипендий студентов. Эти темы возьмет на контроль Постоянный комитет по науке и образованию. Разговор продолжится 2 июня на парламентских слушаниях. Сейчас в эти дни у нас 7 наших организаций проходит федеральный конкурс. Но профессионалитет – это не только материальная база, это преподаватели, это работодатели, потому что это создание кластеров. Поэтому главным, важнейшим фактором здесь являются целевые договоры и трудоустройство. То есть мы к этому готовы, система образования, и видим, что есть поддержка со стороны профильных комитетов Госсобрания ЛТУМЭН. С обновленным статусом университета Агуйки готовится принять на обучение порядка 500 студентов, из которых около 120 на бюджетные места. Абитуриентам предлагается широкий выбор специальностей в сфере культуры, искусства, креативных индустрий и IT. Подробности в сюжете Тимура Калмогорова. В Агуйки абитуриенты могут поступить по 27 образовательным программам. 13 из них были обновлены в соответствии с новым статусом университета и текущими тенденциями развития креативных индустрий региона. А с этого года с внесенными изменениями выпускники СПО могут поступить по схожей специальности без сдачи ЕГЭ. Агуйки, например, уже разместил, тоже, да, у нас висит в разделе информации для поступающих, висит перечень вот этих соответствий. То есть прежде чем поступать, нужно сверить вот свое образование, свой диплом СПО, да, посмотреть, если он в перечне, тогда можно смело приходить и сдавать, поступать по результатам наших внутренних испытаний. Кроме того, с этого года университет начнет прием студентов по новому направлению – медиакоммуникации. По нему будут обучаться будущие медиаменеджеры, ориентированные на организацию и продвижение культурных проектов и программ. Мы гордимся тем, что мы стали университетом креативных индустрий.
Это говорит о том, что в нашем университете появляются новые направления, которые готовят кадры для развития креативной экономики. Не только в нашей стране, на Дальнем Востоке, в Якутии. Арктический государственный университет уже на протяжении 26 лет выпускает творческие и IT-кадры для Якутии и страны. Будучи участником программы «Приоритет-2030», учреждение реализует проекты на стыке цифровых технологий и сохранения культурного наследия. У АГУИКи сейчас очень амбициозные цели и задачи, где обязательно присутствуют наши студенты. И сегодня очень много побед у наших талантливых студентов на разных уровнях. И в киноиндустрии, и в театральном искусстве, в музыке. Мы смогли объединить, например, музыку 3 народов в российско-китайском оркестре. Мы смогли объединить 3 эпоса алтайского, тувинского, якутского в одном спектакле. И сегодня, например, наша театральная школа очень известна по всей стране и далеко за пределами. При поступлении в АГУИКи абитуриенты смогут стать профессиональными музыкантами, певцами, художниками, а также специалистами в IT, которые вступят в бурно развивающийся сектор креативных индустрий. Сам же прием заявлений на поступление в университет начнется с 20 июня. Тимур Калмогоров, Иван Саракаумов, Якутск. В Миноборнауки решили ввести так называемый «День тишины», когда вносить изменения в заявление на зачисление будет невозможно. Об этом 11 мая сообщил замглавы ведомства Андрей Амельчук. По его словам, это позволит университетам тщательнее проработать приказы о зачислении, а для абитуриентов ситуация станет более предсказуемой. Как ранее сообщалось, прием заявлений и документов во все российские вузы начинается в единый день 20 июня. Вместе с тем Миноборнауки внесло изменения в порядок приема в вузы в 2026 году. Изменились процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей и другое. Разработка исследователей СВФУ успешно прошла испытания на базе МЧС России по республике. Речь, в частности, идет о морозостойких резиновых изделиях, которые применяются при тушении пожаров. В лаборатории, где изготовили материал, побывала наш корреспондент Саргалана Неустроева. В 2019 году тогда еще студент Игорь Макаров начал в рамках своей дипломной изучать морозостойкую резину. Со временем рецепт материала был усовершенствован, и уже зимой этого года разработку успешно опробировали. Производство Лигмаш с маркировкой HL1. Это значит, что данное кольцо должно работать вплоть до минус 70 градусов. Как видно, данное кольцо полностью замерзло и потеряло свои эластичные свойства. Оно у нас разлетелось. Дальше плотительное кольцо производства ТАТ-полимер. Эластичные свойства сохранены. Также имеет маркировку HL1. К испытаниям якутской резины присоединились и спасатели. Деталь использовали на напорных пожарных рукавах в реальных условиях, на тушении, на учениях и при отработке нормативов. Прошли испытания, мы получили положительные отзывы от пожарных. Далее мы рассмотрим нюансы, какие были, и будем дальше дорабатывать нашу рецептуру. Но, в принципе, мы считаем, что данная рецептура уже готова. То есть никаких моментов, которые требуют доработки, по большому счету нет? Да, это какие-то маленькие незначительные доработки, но главным образом продукт уже готовый. При этом пока запроса на серийное производство лаборатории не поступало. Но для ученых это не главное. Материал есть, потребитель найдется. Тем более на Крайнем Севере. Так, разработки лаборатории используются в работе не только у МЧС, но и у предприятий ЖКХ и завода-производителя вездеходов. Наш главный партнер – это вездеходы «Звезда». Они каждый год, ежегодно у нас заказывают большими партиями морозостойкие пыльники, шрус. Там мы не такая большая лаборатория, не завод, поэтому изготавливаем от 100 до 200 штук этих пыльников. Всего же ученые лаборатории зарегистрировали около 37 патентов на различные морозостойкие разработки. Но это не единственное направление работы исследователей. Полилактидом занимаемся. Это биоразлагаемый полимер, который используется в медицинских целях. Еще начинаем заниматься новыми полимерами. Это суперконструкционные полимеры, полиэфир, эфир, кетон.
разрабатываем технологию переработки. Так что вполне возможно, что через несколько лет лаборатория вновь сообщит об удачном испытании очередного уникального материала. И кто знает, какие перспективы перед якутской инженерией эти разработки откроют. Сарглана Неустроева, Иван Саркаумов, Якутск. К другим темам. Работники Транснефти приняли участие в шествии «Бессмертный полк» на торжественном митинге ко Дню Победы и организовали для ленчан полевую кухню, где каждый смог отведать ароматную кашу, полевой суп и горячий чай. Традиционно празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось с массового шествия «Бессмертный полк». Колонна стартовала от Центрального дома культуры. Сотни ленчан несли фотографии своих героев. В шествии принимали участие сотрудники предприятия «Транснефть Восток», а также члены их семей. Сегодня 9 мая, День Победы. Это очень значимый для всей страны наший день. Поэтому это каждого долг участвовать вот в таких митингах. Почти километровое шествие бессмертного полка проследовало до обелиска Победы, где состоялся торжественный митинг, после которого к вечному огню сотрудники Транснефть Восток возложили цветы. После завершения митинга, немного продрогшие из-за непогоды, ленчане проследовали к зданию Транснефть Восток, где для всех участников праздника была развернута полевая кухня. Запах гречневой каши доносился издалека. Ежегодно для наших сотрудников и для населения города Ленска мы организовываем полевую кухню. Кормим наших людей кашей, полевым супом, чаем, ну и, естественно, хлебушком. Каша и суп пришлись по вкусу всем. Каждый сказал искреннее спасибо сотрудницам предприятия, которые все утро провели на полевой кухне. Очень вкусно. Это святое дело. Всегда попробовать кашу эту. Это уже традиционно. После митинга сюда приходить. Здесь прекрасное оформление, очень теплый прием. Тут же около здания предприятия была организована выставка рисунков. На стенде фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и сотрудников предприятия, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Нам важно помнить о тех, кто пожертвовал своей жизнью во время Великой Отечественной войны, чтобы чтить их подвиг и помнить о необходимости мира. Надо отметить, что ежегодно во всех подразделениях филиала в рамках празднования 9 мая проводятся десятки мероприятий. Это праздник, который объединяет всех, любых национальностей, любых вероисповеданий, любых взглядов. Это дает нам возможность передавать нашим следующим поколениям наши взгляды, наше стремление к свободе, к настоящему суверенитету и развивать патриотизм, то, что остро необходимо именно как раз в настоящее время. Транснефть Восток не только организует для ленчан уже традиционную полевую кухню в день празднования 9 мая, но и в течение года занимается содержанием аллеи Победы и обелиска. Мы очень тесно сотрудничаем с предприятием «Транснефть Восток». Хочу сказать огромное спасибо за то, что они постоянно в течение всего года следят за нашим мемориалом Победы. И это очень дорогого стоит. Тем самым показывает пример всем остальным, как надо чтить память и свою историю. Директор предприятия Александр Труш отметил, что каждая годовщина Великой Победы для коллектива предприятия – это единство и сплочение, гордость за страну, за подвиги героев, память о том, каким трудом была достигнута победа. Правительство учредило национальную премию в области народных художественных промыслов. Награду впервые вручат в текущем году. Предусмотрено 10 номинаций. В частности, награды получат лучший мастер народного художественного промысла и лучший молодой специалист. Среди номинаций также лучшие предприятия и лучший общественный проект по продвижению народных промыслов, а также лучший образовательный или наставнический проект. Отдельно отметят лучший туристический маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. Май – горячая пора для дачников, и Ботанический сад Северо-Восточного федерального университета в Якутске встречает сезон во всеоружии. Моя коллега Надежда Саханская побывала в саду и узнала, что предлагают местным огородникам и цветоводам в этом году. Гуляя по теплицам, сразу замечаешь разнообразие. Ростки томатов, кустики бархатцев, пышные петунии и многое другое. В этом году ассортимент впечатляет. В этом году мы более 100 видов и сортов декоративных растений и овощных культур более 30 видов и сортов. Например, перцы, баклажаны, томаты, огурцы. По очереди идут. Арбузы будут еще.
И если посев цветочных и овощных культур начинается в феврале-марте, то за саженцами деревьев и кустарников ухаживают по-другому. Круглогодично, находясь в открытом грунте, в мае они только начинают просыпаться. Первые теплые денечки нужны. Вот река пройдет и будет. Первым проснулась у нас, конечно, черемуха, спирея средняя, и вот сирень венгерская проснулась. Вот видите, почечка уже. И если, к примеру, капризную вишню или нежную черемуху можно просто посадить на участке в подготовленную смесь земли с песком и перегноем, то неприхотливая, казалось бы, облепиха, привыкшая к северным морозам, требует особых условий. При покупке надо обращать внимание, чтобы был один мальчик, мужской пол, и 3 женского пола, иначе не будет ягод. К тому же ботанический сад не ограничивается помощью горожанам. Он активно участвует в озеленении Якутска и традиционно поставляет цветы для украшения кампусов университета. Ну а если вы, уважаемые дачники, планируете заняться огородно-озеленительной деятельностью и в этом сезоне, то милости просим в ботанический сад СВФУ, потому что, как минимум, тут есть чем вдохновиться. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.